І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымона Іскарыёта, каб выдаць яго, Езус, ведаючы, што Айцец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падпярэзаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падпярэзаны. Падышоў да Сымона Пятра, той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус адказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног». Езус сказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты, і вы чыстыя, але не ўсе». Бо ведаў, хто выдасць яго, таму і сказаў: «Не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў сеў за стол і сказаў: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам, і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я пан і настаўнік абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб вы рабілі, як я зрабіў вам». Ото слово Панське. Сегодня мы вспоминаем день, когда Пан Иисус устанавливает Евхаристию и капланство. Что здесь, как я сказал на начале этой мши, неразрывное. Тридуум пасхальный, который мы сегодня начинаем от этой вечери, 3 дня. Не в таком, наверное, календарном дне, как мы, можно сказать, с четверга там с 12:00, а именно вот в 6 вечера начинается день. Завтра как бы в 6 вечера он закончится, этот день, смертью Христа. Потом начнется эта ночь. И на 3-й день, то есть на воскресенье, уже мы будем праздновать Пасху. И в этом тридууме 3 дня есть много символов, есть много знаков. Особенно, конечно, Великая Суббота, это Вигилия Пасхальная, это считается самая праздничная мша в году, именно Вигилия Пасхальная. И в эту Вигилию есть много тоже символов, и этот Пасхал, свеча, и освящение этого огня, эти свечи, которые мы будем зажигать, литургия, крещение, коммуния, свента, потом снова эта адорация в гробе, в эту ночь входить, чтобы утром на рассвете, как эти женщины, встретить Христа. Сегодня в начале этого тридуума пасхального есть особый знак – это умывание ног. Есть такой в Польше кардинал, недавно его поставили митрополитом Краковской диецезии. До этого он работал в Лоди, тоже в архидиецезии Лодской. И он всегда Великий Четверг вечером омывает ноги вечером. Напевно, в катедру там проходит много народа. И он всегда моет ноги всем желающим. Конечно, эта мша, она длится там долго. Может 50, 100, 200, 300 человек. Но в этом, то, что он всегда это делает, в этом есть особый знак. Потому что, наверное, на каждой мше нужно мывать ноги. Потому что так установил Христос. И сегодня Петр задает этот вопрос: кому должен умывать ноги? Ты мне, Иисус, или я Иисусу? Этот вопрос, если я бы теперь поставил именно вам и спросить каждого из вас индивидуально, я думаю, со своей такой набожности, наверное, такой более фарисейской, такой наигранной, мы бы, конечно, сказали: конечно, я Христу должен омывать ноги, потому что это Христос. Не, дорогие, в Евхаристии не так.
Когда мы приходим на мшу святую, не важно, что ты делаешь Христу, это вообще не важно. Во время Евхаристии, во время мши важно, что Он делает для тебя. Вот это самое важное. Сегодня Он говорит Петру, ты пока этого не понимаешь. И Петр тоже немножко возбуждается в таком непонятии. Это я должен тебе, ты учитель, ты Мессия, ты Сын Божий. Это я должен Богу вот так поклониться и стать на колени и помыть Ему ноги. А Иисус говорит, если ты не позволишь теперь мне помыть тебе ноги, ты не войдешь в Царствие. Ну и тогда Петр тоже в своей вспыльчивости, лицемерии, конечно, и голову, и руки, все, что надо, делали. Он до конца не понимал. Грубо говоря, говорит Христос, если я не начну мыть ноги вам, то есть любить вас, лить на вас свою любовь, то ты не изменишься в этой жизни. И ты всю жизнь будешь ходить по кругу. И ты будешь всю жизнь думать, что я что-то должен Богу. И будешь всеми силами делать молитвы, обряды, ритуалы, чтобы типа угодить Богу. В Евхаристии, не в жизни, повторяюсь, а в мше святой, в Евхаристии важно не что ты для Бога, а что Бог для тебя. Мы иногда хотели быть так, как Мария в Бетании, и Петр, напевно, думал, и другие ученики в понедельник, когда была Евангелие, когда Иисус приходит в дом Лазаря, Марты, Марии, Мария села у ног и выливала на него вот этот олей очень дорогой, так помазала его ноги, и в это время Юдаш там начинает так бурчать, говоря, можно было бы продать, а эти деньги раздать бедным. А Иисус говорит, нет, позволь ей любить. И мы бы хотели тоже вот на Евхаристии вот так любить Христа. Когда мы приходим на мшу, мы хотим показать, что, Пане Боже, я Тебя люблю, вот я приду в воскресенье, я хожу по праздникам, я, Пане Боже, прихожу на мшу святую, чтобы Тебя благодарить, я хочу, чтобы Ты вот это увидел у меня, чтобы вот я молодец, я принес. Я вот исповедовался, я все, а вот кто-то не пришел, а я пришел, я молодец. А Иисус показывает, что в Евхаристии, повторюсь, не в жизни, а в Евхаристии не важно, что мы делаем, а ли важно, что Он делает для меня. Бог раздается во время мши нон-стоп, Он не прекращает что-то делать для нас, чтобы мы, когда выйдем з Евхаристии, з мши святой, делали это людям. Вот Иисус говорит, Петр, ты не можешь любить, потому что у тебя не будет моей любви. А чтобы была моя любовь в тебе, разреши мне тебя любить теперь, вот в данную минуту. Я хотел, дорогие, в этом году сделать, но, наверное, здесь попробуем в следующем году, если доживем и Бог позволит. Ну, конечно, я не сделаю это во время мши, потому что мша очень задержится, наверное. Но я предложу вам, чтобы в Великий Четверг вечером я обмывал ноги всем, кто желает из вас. И это можно сделать после мши, чисто с такой практической стороны. Кто желает. Это абсолютно не наказ, не приказ и не просьба какая-то. А кто желает, вот как Иисус, я хочу вам обмыть ноги, я хочу вас любить в данный момент, а твоя задача – принимай эту любовь, просто принимай эту любовь. Фарисеи, они складывали свои молитвы, они прекрасно жертвовали, они прекрасно молились, они прекрасно делали ритуалы. Вот для Бога. Мы так тоже стараемся что-то сделать для Бога. И молитвы все, и наши исповеди, даже исповеди перед Пасхой, перед Рождеством. Мы хотим вот как-то так Богу, типа Богу уходить. Потому что праздник, потому что надо осветить, конечно, осветим. Надо помолиться за умерших, конечно, помолимся. Надо пройти крестный путь, пройдем. Для Бога, для Бога, для Бога. Я сходил в костел, я помолился, я осветил там эту вербочку,
я молодец, вот ей все время это я. Но посмотреть на нашу работу, там, где мы работаем, или дома, сколько там злости, сколько там неразговоров между нами, осуждения, где-то твердое, где-то гневливое, где-то обман. И тут важный вопрос, разве такое хочет Бог в христианстве? Оно у нас повторяется, потому что мы не даем Ему обмывать, мы не даем Ему наполнять нас любовью. Евхаристия, мша, она тогда будет неплодная, она будет без результата. Да, я на Евхаристии стою близко, мы, священники, очень близко стоим, мы в руки берем Пана Иисуса. Через мой голос, мои слова, Он приходит на этот алтарь, я Его принимаю. Да, я все делаю во время мши правильно, там чтение, псалм, где стать на колени. Все делаю как бы для Бога и говорю: Бог, заметь меня, я все делаю правильно. Я прихожу, и самое важное на Евхаристии — принимать Его любовь, принимать Его мудрость, принимать Его науку. Каждая мша всегда говорится какая-то проповедь. Сегодня тоже Иисус принять эту мудрость Божьей науки. Как относиться к таким предателям в твоей жизни? Каждого из нас где-то предавали. Что сделал Иисус? Он опускается и моет ноги. Он показывает, что я хочу показать предателям любовью. Говорит, тот, который макнет со мной хлеб, я ему дам коммунию. Я хочу, если и показывать на чужой грех, то только любовью. У нас есть такие люди, которые мы хотели бы показать на их грех, что он живет неправильно. Как мы это делаем? Иисус показывает хлебом. Мы когда-то не раз разговаривали про этот жест, вот макание хлеба. Это было у Давида, когда пророк Натан его так раздевает и рассказывает историю, притчу про овечку, которого кормил хозяин с руки. Это любовью, как свое родное дитя. Это книга Рут в Старом Тестаменте, где ее муж, ее жених макает хлеб, и Рут приглашает стать невестой. Иисус то же самое делает для Юдаша. Юдаш, я знаю, ты через 5 минут меня предашь, будешь предателем, но я люблю тебя, помни об этом. Когда ты будешь бросать эти серебряники, тебе близко подойдет дьявол. Помни, я люблю тебя, возвращайся ко мне. Альбо эту науку, когда он делает Петру, где Петр говорит, я не отойду от тебя. Иисус говорит, Петр, 3 раза запоет петух, и ты отойдешь от меня. Иисус говорит, ты не понимаешь, что ты теперь говоришь. У нас, думаю, тоже есть такие люди. И Иисус вот хотел Петра как бы наврутить в этот момент. Я думаю, есть тоже у нас такие люди, дети ваши, внуки, близкие, кому вы говорите все время, ну изменись, ну сходи там кисло, ну повенчайся, ну не обманывай, ну не пей. Они не слышат вас. Это то же самое Иисус и Петр. Но Иисус и дальше его любит. Апостолы, как пишет Лука, поругались между собой, кто из них будет первый. Иисус умывает ноги. Он склоняется к нам. Иногда, когда вы будете каждый раз на мше святой, представьте, что после казания Иисус подходит к вам и хочет омыть вам ноги. Если, повторюсь, у нас получится, и мы доживем до следующей Пасхи, то Великий Четверг мы попробуем так сделать, чтобы после этой литургии, кто хочет, но чтобы ему не я, как только священник, а Иисус. Сам Иисус обмыл ноги. И это трудно принять, потому что каждый из нас, как апостолов, они сидели с грязными ногами. Там были очень грязные ноги. И это хорошо, потому что я должен увидеть свою грязь и позволить Иисусу любить тебя, любить в твоих свиньях, любить в твоей грязи. Поэтому если ты ему не позволишь, ты потом не сможешь любить других. У тебя не получится христианство.
и не получится никакой у нас костел. Поэтому теперь, когда скоро, через минуту начнется омывание этих ног, вместо этих мужчин, которым я очень благодарен, что они согласились, посадите каждый самого себя. Позвольте Христу омыть теперь вам ноги. Аминь.